Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии в Высокогорском районе. Даже ремонт не отключен. Автомобиль вылетел с дороги в кювет, его водитель госпитализирован. Покажем, чем так напугал продавщицу нетрезвый посетитель бара. Он без денег, он бомж. И что он пытался сказать прибывшим на место полицейским. Я никуда не хожу. Нет, а вы сегодня пили? Я никуда не хожу. Знакомство с компанией обернулось убийством. Вам стыдно хотя бы? В Казани судят девушку, избившую до смерти малознакомого мужчину. Какое наказание вынес суд? Это и не только. Прямо сейчас. Поспешный выезд стал причиной крупной аварии, произошедшей сегодня утром в Высокогорском районе. Возле деревни Новые Бирюли не смогли разъехаться «Мерседес» и «Фольксваген». Удар был настолько сильным, что один из автомобилей вылетел с дороги в кювет. Без пострадавших не обошлось. На месте происшествия побывал Ленар Гинатуллин. Я не знаю, я здесь не был, понимаешь, только он знает, как это все произошло. По предварительной версии, авария произошла по вине водителя Volkswagen Polo. Автомобилист заехал на АЗС, заполнив топливный бак, мужчина попытался вернуться на трассу, но из-за плотного потока автомобилей сделать этого не смог. Тогда он выехал на обочину, приняв ее за полосу разгона. Пропустив основную часть потока, он решил развернуться и при выполнении маневра не учел одного – расстояние до приближающегося Мерседеса. Как итог, внедорожник протаранил левую сторону немецкой иномарки, от удара легковушку отбросило в кювет на противоположную часть дороги. Водитель автомобиля Volkswagen Polo в результате столкновения получил незначительные травмы. Его госпитализировала прибывшая на место карета скорой медицинской помощи, а водитель Мерседеса от госпитализации отказался. Водитель Мерседеса отказался объяснять версию произошедшего. Единственное, на что он сетовал, это финансовые трудности, связанные с ремонтом автомобиля. На камеру не буду говорить. Не хочу, что нет такого. Даже ремонт не отключен. Степень вины каждого участника аварии еще только предстоит установить. Обе машины же потеряли возможность двигаться своим ходом. На место аварии пришлось вызвать эвакуатор. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». В сети появилось видео момента столкновения на трассе Казань-Набережные Челны. По рассказам очевидцев, двое мужчин ремонтировали сломанную машину на обочине. В этот момент в них на полном ходу врезался грузовик. Двум людям понадобилась скорая медицинская помощь. С различными травмами их госпитализировали в ближайшую больницу. 3 человека пострадали в результате крупной аварии в Набережных Челнах. ДТП произошло на улице Моторная. По предварительным данным, 75-летний водитель «Шевроле Нива», ехавший со стороны улицы Промышленная, врезался в лифан под управлением 34-летнего мужчины. 2 водителей и пассажирку лифана госпитализировали в больницу. У 2 пострадавших подозрения на тяжелые травмы позвоночника. Грузовик и Рено столкнулись этим утром на Ленинской дамбе. Оба автомобиля ехали параллельно в сторону центра города. В какой-то момент легковушка оказалась на пути грузовой машины. Основная сила удара пришлась на водительскую сторону. Тем не менее, в аварии никто не пострадал. Участники аварии остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Угрожал продавщице ножом. Такое сообщение поступило поздним вечером в полицию. Прибывшие к одному из ночных баров на улице Адаратского сотрудники правопорядка выяснили, что предполагаемый дебошир уже неоднократно бывал в этом заведении. При этом его поведение зачастую вызывало вопросы. Как развивались события в этот вечер, расскажет Анна Граднова. Ничего, залетел просто ножом, все. Просто мальчики вывели за дверь. По рассказам сотрудницы магазина, нетрезвый посетитель забежал в помещение и начал размахивать ножом прямо перед ней. Говорит, что трагичных последствий удалось избежать, так как за нее успели заступиться. Как оказалось, этот мужчина – частый гость заведения. Часто, да, здесь заходит? Ну, в последнее время, вот, я говорю, 4-5 сутки. И постоянно, то есть, и посетитель постоянно назойливый, да? Да. Выпить, чтобы налили. Чтобы налили ему и спать ложиться. Когда начинаем выгонять, я говорю, начинается ругать. Заходит он в бар явно не для того, чтобы что-то купить. Исключением не стал и последний визит. Он без денег, он бомж. После происшествия на место незамедлительно прибыли сотрудники правопорядка. Мужчину задержали и усадили в патрульный автомобиль. На вопрос о том, зачем он пошел на такой шаг, ответить внятно не мог. А как все по-вашему происходило? Вы пришли в бар, потом что? Не было у меня ничего. А вы в бар зачем пришли? У меня ничего не было. При задержании мужчина заявил, что ножа в руках у него не было. Не нашли его и полицейские. Осмотр близлежащей территории также не дал результатов. А вы сегодня выпивали? Я никуда не хожу. Нет, а вы сегодня пили? Я никуда не хожу. Вы помните, как вас зовут? Естественно. Как вас зовут? Евгений. Фамилия? Нормально у меня все.
35-летний мужчина рассказал, что ему негде жить. Для выяснения всех обстоятельств его доставили в отдел полиции. Анна Городова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Обменяла 56 тысяч рублей на купюры банка приколов. 85-летняя жительница Набережных Челнов стала жертвой мошенников. Пожилая женщина сообщила, что к ней пришли две неизвестные и представились соцработниками. Хозяйки пояснили, что в связи с проводимой денежной реформой в оборот вводят купюры нового образца. Поверив незнакомкам, пенсионерка пригласила женщин к себе домой, где передала им все сбережения. Взамен денег она получила не настоящие деньги, о чем догадалась лишь спустя несколько часов после ухода нежданных гостей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 46-летний челнинец провалился в открытый канализационный люк в Набережных Челнах. Мужчина возвращался домой и, обходя лужу по газону, он не заметил приоткрытый люк и провалился в него. Зацепившись руками за край колодца, челнинец сумел самостоятельно выбраться, после чего закрыл крышку люка и ушел домой. Позднее мужчине стало плохо, и он вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали в 5-ю горбольницу Автограда с диагнозом ушиб почки. Сейчас мужчина находится в реанимации. В ситуацию вмешались прокуратура, надзорное ведомство начало проверку. Забила до смерти. Сегодня Новосавиновский районный суд Казани вынес приговор в отношении 29-летней Юлии Колпаковой. Девушку обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Как следует из материалов уголовного дела, фигурантка нанесла множественные травмы мужчине, с которым была знакома всего несколько часов. В чем причина и какое наказание вынес суд? Ответы на эти вопросы в материале Айрата Назипова. Так на оглашение приговора мы же можем... Да, не разница, ничего мне не надо, выходите. Увидев камеры, Юлия Колпакова начала скрывать свое лицо и настоятельно требовала удаления из зала съемочной группы. Объясняла тем, что не хочет славы. Тем не менее, криминальную славу она получила 26 ноября прошлого года. Тогда, по версии следствия, подсудимая, находясь со своим приятелем возле одного из кафе, познакомилась с двумя мужчинами. Они начали распивать алкоголь на улице, после чего новый знакомый пригласил всех к себе домой. Находясь уже дома у него в квартире, двое мужчин покинули помещение, и в какой-то момент между женщиной и хозяином квартиры вспыхнула ссора, в ходе которой женщина нанесла множественные удары ногами по грудной клетке, по шее, а также по голове потерпевшего. В этот момент, как гласят материалы уголовного дела, в квартиру забежал приятель Юлии. Он оттащил разъяренную подругу от потерпевшего, и они скрылись с места преступления. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как обвиняемый чистит свою обувь от крови потерпевшего. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте, так и не дождавшись медицинской помощи. Сегодня в зал суда пришла его мать. Но я хотела бы, чтобы мой сын жив остался. Для человека, который лишил его жизни, наверное, самый строгий. Для меня, как матери, было бы. Честно говоря, я бы его сама убила ее. Не хочу. Подсудимая же свою вину в предъявленных обвинениях полностью признала. Вам стыдно хотя бы? Конечно. При оглашении приговора суд учел чистосердечные признания, а также наличные иждивения у подсудимых двух несовершеннолетних детей. В итоге Юлию Колпакову приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Айрат Назипов, Ленар Геннатуллин, Константин Бушуев, вызов 112. В Казани будут судить 20-летнего жителя Лаишевского района. По версии следствия, в сентябре прошлого года неизвестный через интернет предложил обвиняемому подзаработать незаконным сбытом запрещенных веществ. Сообщник раскрыл молодому человеку место расположения тайника. Порядка 17 граммов наркотиков фигурант дела нашел возле деревни Старая Кощакова Пестричинского района. Обвиняемый взял оттуда наркотики и поместил их в 27 закладках в подъездах жилых домов на территории Советского района Казани. Еще чуть меньше 2 граммов молодой человек хранил у себя для дальнейшей продажи, но сбыть не успел. Его задержали в тот же день. Свою вину фигурант дела частично признал. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.